соответственно, мы хотели бы сначала послушать самое, на мой взгляд, первую информацию мы услышали от Министерства экологии и природопользования и лесного хозяйства, то есть базовая стартовая информация была от них. Хотя мы понимаем, что многие объекты, они федерального надзора, но министерство у нас имеет более разветвленную структуру, и оно обычно чаще оперативнее реагирует. Давайте послушаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, действительно, 12 мая текущего года произошла авария на площадке скважины номер 1 Южно-Луганского месторождения ПАО «Сургутнефтегаз». Я хронологию сначала опишу, да, наши какие были приняты действия. И 14 мая мы запросили у ПАО «Сургутнефтегаз», чтобы мы провели выезд на место происшествия. Но, к сожалению, нам отказали в связи с тем, что скважина находилась в аварийном состоянии, и оттуда фонтанировала нефть и газ. То есть по регламенту промышленной безопасности данный район был оцеплен, и туда никого не допускали. 16 мая мы провели 15:00 совещание в режиме ВКС, где пригласили все заинтересованные органы, в том числе Природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Сургутнефтегаз непосредственно, да, вот, и заслушали информацию о состоянии текущих дел на ту дату. Вот, Сургутнефтегаз нас полностью проинформировал, что да, действительно, что на данной скважине ведутся аварийно-спасательные работы, а вот именно вот аварийно-противофонтанным формированием Сургутнефтегаза, да. И 17 мая данные работы практически были завершены, вот, и проводилась работа по оглушению скважины и подготовке к ее ликвидации. Так, и 18 мая в рамках уже прокурорской проверки наши сотрудники Минэкологии были привлечены в качестве экспертов. Вот, то есть мы предоставили специалистов Республиканской информационно-аналитической центра РИАЦЕМ и в части лесного надзора от филиала Мирнинского лесничества. Да? Значит, при посещении непосредственно места аварии, да, было зафиксировано на площади 2630 квадратных метров, это загрязнение нефтепродуктов почвенного слоя. Да. Также были отобраны пробы почвы РИАЦЕМом. Вот. И на площади 0,12 гектар, это вот за пределами отвода лесного участка, было зафиксировано загрязнение лесного фонда. Вот. Ну, на данный момент, что я могу сказать, то что все пробы, которые мы отобрали, вот, они, то, что касается, ну там, конечно, было большое загрязнение почвенного слоя, как я сказал, 2630 квадратных метров. На данный момент пробы пока еще не готовы. Вот, мы ожидаем результаты где-то к концу этой недели. Как они будут готовы, мы все результаты лабораторных исследований предоставим Природоохранную прокуратуру и в том числе Росприроднадзор по Республике Саха-Якутия. Ну, вкратце у меня такая информация. Ну, если что, да, коллеги Росприроднадзор находится, Никита Васильевич, он дополнит мою информацию. Спасибо. Ну, наверное, сейчас уже Никита Васильевич. Да, большое спасибо за приглашение на ваше мероприятие. Первый раз я участвую в этом вашем заседании. Меня зовут Андреев Никита Васильевич, я временно исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора на сегодняшний день. Что я хочу сказать? Для начала я бы хотел донести до общественности, до вас, что на сегодняшний день нормативно-правовая база построена так, что она сложная.
обыденным людям просто не понять, где какой уровень, где какие объекты. Да? Сейчас, на сегодняшний день, есть региональный уровень надзора, федеральный уровень надзора, есть объекты федерального уровня надзора, есть регионального. Да? Это все прописано в нормативно-правовых актах, в том числе постановление 1096, 1097, 1098. Мы здесь, на территории Республики Саха-Якутия, как построили реагирование на данного вида ситуации. Выезжать оперативно, естественно, Росприроднадзор, не имея там своих филиалов, мы, естественно, не можем. Поэтому мы здесь плотно взаимодействуем в таких ситуациях с Министерством экологии. Да? То есть комитеты на местах отрабатывают. Если объект федерального уровня надзора, нарушитель, скажем так, да, информация, материал направляется нам. Мы уже возбуждаем по соответствующим статьям КААП и отрабатываем уже в судебном порядке. Что касается ситуации на оттолкании. Действительно, да, мы тоже получили информацию, и в СМИ увидели, и официально к нам поступило. По Сургутнефтегазу, но ситуация аварийная, скажем так. Она могла иметь место быть, и, естественно, единственный вопрос, как в данном случае отработала сама компания. То есть, по сути говоря, насколько они посмотрели оболовку, вовремя все эти пункты, у них, кстати, в инструкции все прописано, компания серьезная, имеет свои средства, имеет свои формирования, отработали, ну, естественно, как должным образом, можно так сказать. Но факт загрязнения земли как бы он есть. На сегодняшний день, я скажу, пока проводится проверка. Проверку проводит прокуратура республики. Наши специалисты тоже были привлечены в этой проверке, отобрали пробы. Мы результаты ждем 7 числа. Совместно с экологией. Да, ну, мы тоже сами отобрали. У нас есть своя лаборатория, ЦЛАТИ называется, ЦЛАТИ по Республике Саха-Якутия, аккредитованная. Мы, естественно, выезжали со специалистами этой лаборатории, лаборанты отобрали пробы тоже, и воды, и почву. Сейчас они в обработке. То есть это не сразу, вот одномоментно это все делается. Пробы привозятся сюда, в город Якутск. Здесь лаборатория эти пробы проверяет на наличие каких-то загрязняющих веществ. И затем уже передают нам. Вместе с заключением мы уже здесь в рамках либо своего рассмотрения, либо готовим справку для прокуратуры, как в данном случае по Сургутнефтегазу. Что еще хочу сказать? Но усматриваются признаки административного правонарушения по 2 эпизодам: загрязнение, значит, почвы. По загрязнению водного объекта не подтвердилось, значит, по сравнению с фоновыми показателями превышения не было. А еще предусматривается тоже наличие плана ликвидации разливов нефтепродуктов. Но это пока предусматривается, и мы подготовим справку, направим в прокуратуру, там уже будет составлен соответствующий акт, и, наверное, в прокуратуре республики сами уже общественность проинформируют, что там будет. Но по Сургутам у меня все, по Сургутнефтегаз. Скажите, а вот сейчас пятно разлива вот этого, оно вообще никак не убирается? Нет, они сразу же ликвидировали. Рекультивацию, что ли, сделали? Нет, они сорбентами это все собрали. Только сорбентами, Да, да? по поводу... А сорбент же он до определенного, он же поверхностный сорбент. Ну, Это вода, она как бы на воде, да, а в почве она далеко же проникает. ну, естественно, будет и рекультивация последующая. Там рекультивация должна быть. Да, Просто сейчас обязательно. анализы, поэтому после Но анализы после взяли, исследования- зафотографировали, и все, а природа же не будет ждать, пока там. Ну, есть определенная процедура, естественно, они обязаны Правильно. это все рекультивировать, очистить, слой снять и все это. Ну, Ну, да. это в рамках уже, потом уже, когда уже предъявим. Плановые работы. Конечно. Это все у них прописано. Они обязаны это сделать. Ну, это
Спасибо. У меня предложение. Вопросов может быть много, да, а у нас как бы полную информацию послушаем, потому что есть такая аварийная штука тоже МЧС. Потом по поводу водных объектов надо спросить уже специалистов уже в другой сфере. По воздуху, мне кажется, тут сложновато, потому что это насколько там идут. Давайте послушаем у нас МЧС тему Денис Алексеевич. Пожалуйста. Да, я вот хотел бы о Талаканской скважине немножко дополнить. Как уже было ранее сказано, что 14 мая у нас поступило оповещение от ЕДДС Ленского района. Извините, какой сейчас? 14, да. ЕДДС только 14? От ЕДДС, да, информация пришла с 14 числа. О разливе нефтепродуктов порядка около 3000 квадратных метров, ну, это в пределах. Значит, как было сказано ранее, это аэрозольное распыление газа, вода, нефтяной эмульсии. То есть это не нефть в чистом виде, это газ именно с нефтекапельками. То есть продукты такие, которые у нас в виде аэрозоля получаются, когда выброс происходит. Значит, с 11-й скважины Южно-Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение. При этом пострадавших не было. Все, что вылилось, ну, грубо говоря, так, потому что оно распылилось, ну, про нефтепродукты говорят, что это как вылилось. Поэтому все было в границах отвода земель именно организации. Локализация была выполнена с использованием обваловывания самой скважины, а также путем устройства перехватывающих траншей. То есть были прокопаны специальные траншеи, чтобы это все стекалось в одном месте. В качестве превентивных мер, значит, вниз по склону площадки были установлены 2 рубежа заградительных бонов, один ряд сорбентных бонов. То есть угроза попадания загрязняющих веществ в ближайший водный объект, река Далдын, уже отсутствовала, так как до расстояния до речки было порядка 900 метров. Значит, была привлечена техника, персонал собственного нештатного аварийно-спасательного формирования. Мощности их позволяют провести ликвидацию последствий разлива собственными силами. Значит, 15 числа состоялось заседание комиссии чрезвычайной ситуации, вызванное разливом нефтепродуктов в результате аэрозольного распыления газа, вода, нефтяной эмульсии. Значит, 16 числа в 9:40 убыла комиссия из Ленска, наземный транспорт в составе начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Бушуева Вячеслава Сергеевича, также представитель от администрации и руководитель Ленского комитета государственного экологического надзора. Значит, заседание КЧС-ФБ, связанное с разливом нефтепродуктов аэрозольного распределения, состоялось. На 17 число уже были завершены работы по герметизации скважины и ее глушению, также подготовке к ликвидации разливов нефтепродуктов. Разлив нефтепродуктов локализован в пределах кустовой площадки. Площадь загрязнения тогда ориентировочно составила не более 3000 квадратных метров. Угроза попадания нефти в водные объекты отсутствует. Значит, при глушении скважины и ликвидации последствий инцидента проработаны мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов с территории площадки, в ход которых был доведен в установленном порядке до Главного управления, а также Росприроднадзора и Министерства природы, экологии и пользования. Значит, в нашем случае от Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия были написаны соответствующие письма в адрес Росприроднадзора, прокуратуры природнадзора и Министерства экологии и природопользования. Значит,
15 числа КЧС Ленского района, на котором присутствовал глава муниципального образования Черепанов Александр Вячеславович, начальник управления производственного развития Беляев Иван Андреевич, начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Бушуев Вячеслав Сергеевич, главный специалист по гражданской обороне и защите населения Мазуркевич Александр Васильевич, а также различные другие специалисты по направлению. Значит, комиссия решила создать комиссию за ходом отслеживания и устранения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов в результате аэрозольного распыления. В эту комиссию вошли начальник управления Беляев Иван Андреевич, Бушуев, начальник второго пожарно-спасательного отряда, Никонов Трофим Иванович, председатель Ленского комитета охраны природы, Рылева Татьяна Викторовна, госинспектор промышленного межрайонного отдела рыбоохраны. Был осуществлен выезд к месту возникновения чрезвычайной ситуации, осмотр соответствующий. Также, значит, представлены документы, все необходимые по нефтеразливу. Сведения о составе сил и средств нештатного аварийно-спасательного формирования. И документы о ликвидации ЧС именно по локализации. В настоящее время, значит, работы продолжаются. Спланирован ряд мероприятий по устранению недостатков, именно вызванных разливом нефтепродуктов. План аварийно-спасательных работ. Все, пока сейчас докладывают, что у них идет согласно графика, и в принципе уже как бы проблем не видим больших. Нет, ну, так и договорились. Так, спасибо большое. Вячеслав Федорович, агентство по производству. Добрый день, коллеги. Ну, к счастью, при аварии на Талаканском месторождении Сургутнефтегаз фактов попадания, загрязнения водных объектов не было. Соответственно, мы участвовали только в начале, когда ничего не ясно было, да, в комиссиях, там, участвовали во всех совещаниях, но в прокурорской проверке наши специалисты привлечены не были. Так что у меня информация такая. Потому что фактов загрязнения, попадания в водные объекты не зафиксировано. Это получается у вас по информации структур, да? Собственно, вы туда не выезжали? Не выезжали. Так, у нас... Только на начальном этапе участвовали в совещаниях. Так, у нас Ростехнадзор, наверное, одна из таких важных структур, ее, к сожалению, нет. Но то, что природоохранная прокуратура как бы уже отреагировала и уже уголовное дело какое-то административка точно есть, но это не уголовное, да? Полиция возбуждено и работа проводится. Да? Общий вопрос касается в целом структуры. Вот насколько оперативно успевают реагировать федеральные структуры. Я вот наблюдаю за федеральными структурами, вам очень сложно реагировать, потому что по большей части штат у вас очень маленький, и бюджет у вас тоже никакой. То есть были такие случаи, когда даже билеты буквально брали для них республиканские структуры. Поэтому я вот, например, вам предлагаю, что в нашем решении мы должны написать о более увеличенном объеме и штатов, и финансировании федеральных структур, потому что в реальности вы не успеваете ничего реагировать. И республиканский бюджет в этом плане в какой-то мере за вас и работает в ряде случаев. Поэтому я понимаю, что в каждый населенный пункт ваших представителей не поставишь, но у меня в истории Росприроднадзора были лаборатории и представительства в регионах. Минимально в Мирном и в Нерюнгри такое было. Да? Поэтому, соответственно, на мой взгляд, республиканским структурам, а Общественная палата вроде республиканской структуры, она такая встроенная, это
федеральную систему, я бы, вот, например, комиссии нашей бы рассмотрел такое предложение. Во-первых, первый шаг – это увеличение штатного состава и бюджета для оперативного реагирования. Мы ждем от вас каких-то предложений. И второе, если федеральный центр на это не будет реагировать, то следующий шаг – это может быть такие вещи, как передача там, субвенций для выполнения каких-то функций. Например, по лесному хозяйству примерно республика на такой экспериментальный вопрос перешла, и уже лесное хозяйство у нас находится в единых руках в республиканском министерстве.